горькую выскажем правду. Именно безвинная чистота вызывает у хищных прицельный прищур. Особенно, если чистый агнец купается в славе. Хищные уверены, что все блага земные полагаются им, по праву хищного. Когда травят безвинного, историки нам это объясняют какой-то рациональной причиной, объективной или частной, а ее порою нет. Именно злая натура хищников заставила их покушаться на лавры и на судьбу ни в чем не повинного, сиятельного Сатпаева. Это был зов их натуры. Да и век был такой, что темные души над чистыми издевались повсюду, от Балтики до Тихого океана. Шежеге қарасақ, балалар, міне, Анай жәдігер, одан Сатай, Сатайдан Баубек, Шөтік, Сәтбай, Сәтбай өлетінен Имантай, Имантайдан Ғазиза, Ғабдылғазиз, Бөкөш, Данил Ғабдылғани Қаныш дүниеге келген. Қаныштың балалары Ханиса, Мәлеш, Шәмшиябану, Мейіз, Мәриям. Міне біз қазір жақындап қалдық, мынау алдымызда көрініп тұр. Қаныш Сәтбаевтың туған жері Айрыққа келе жатырмыз. Ведь Каныш Имантаевич в 1937 году потерял 3 своих братьев. Родного старшего брата Газиза, Бекеша Имантаевича Сатпаева, и 2 двоюродных братьев, прекрасного педагога и просветителя Абекези Ильича Сатпаева и прекрасного музыканта, музыковеда Абдыкарима Ажаминовича Сатпаева. Ну и, конечно, навсегда в его сердце оставила глубокий след. Каждая эпоха хороша и тяжела по-своему. Эпоха Сатпаева отличалась тем, что над гражданами грозной тучей нависла жестокая власть. Власть отняла у Сатпаева 3 братьев, нанесла многим вокруг него страшные удары, а он ради Казахстана продолжал светить и работать. Особенно, скажем, вот Абекези Ильич Сатпаев, ведь он был не просто просветитель и учитель русского языка в Семипалатинской учительской семинарии, он был директором долгие годы этой Семипалатинской учительской семинарии, где преподавал Ахмед Байтурсынов, Мурзахат Дулатов, братья Белослюдовы, Назипа и ее супруг Нургали Кулжановы. Это замечательные, знаменитые просветители, как мы знаем, борцы за независимость Казахстана. И среди вместе коллег у учеников, там учился и сам Каныш Имантаевич в этой семинарии, и вместе с ним учились и Мухтар Ауэзов, Алькей Маргулан, другие замечательные, видные представители казахской интеллигенции. И, конечно, потеря такого родного для себя, близкого человека, как Абекези Ильич Сатпаев, Каныш Имантаевич воспринимал очень остро. Когда он заполнял анкету Оксфордского университета, то в числе своих учителей он назвал, безусловно, не только академиков Михаила Антоновича Усова, академика Томского геологии, и Владимира Афанасьевича Обручева, но он сказал, всю мою жизнь моим учителем был Абекези Ильич Сатпаев. На наше счастье, Сатпаев остался жив и на свободе. У академика нашлись заступники, и враги отступили. Верней, в обществе стало меняться освещение. И когда спрашивали у Таисии Алексеевны, а за что гонение на Каныша Имантаевича, она всем отвечала, не за геологию, а за идеологию. Потому что обществоведы не так историю описывали, не так кинесары представляли. И за это Каныш Имантаевич пострадал. Но когда ему все это приписывали, то ему припомнили, что он скрыл свое байское происхождение, вступая в партию, хотя Каныш Имантаевич в партию вступил в 45 лет, уже достигнув всего. Каныш Имантаевич ни перед кем не стал оправдываться, он написал письмо Сталину.
Я один из казахов, кому впервые посчастливилось поступить в вуз и окончить советское время. Свыше 32 лет сознательной жизни я верой и правдой служил интересам партии и народа, в том числе 15 лет в качестве геолога Центрального Казахстана и 11 в качестве руководителя науки. Если бы дело состояло только в освобождении меня от поста президента, я, конечно, не позволил бы себе отнимать ваше время своим настоящим письмом, ибо на любом посту, на котором сочтет нужным использовать меня партия, я приложу все силы, все знания, чтобы оправдать ее доверие. Меня побуждает обратиться к вам, дорогой Иосиф Виссарионович, другие мотивы, а именно сознание незаслуженности столь тяжелого наказания, а также совершенно несправедливо приклеенный мне на склоне жизни позорный ярлык опекавшего националистов. Вы знаете, это самое больное место было у него, поскольку ему присвоили, что он баянаульцев собирал, а эти баянаульцы – это великий Маргулан, это великий Бектуров, химик, это много великих академиков, которые он принес. Он знал своих доносчиков, однако не вступал с ними в полемику, честь не позволяла. Внутренний свет не позволял ему выяснять то, что в других людях сидело как постыдная болезнь – подлость. Если же кому-то не стыдно писать клевету, Канышу Сатпаеву было стыдно вдвойне – и за себя, и за клеветника. Я смотрю на свое настоящее положение как на результат, хотя и тяжелого, но случайного недоразумения в своей жизни. В этой связи я обращаюсь с глубокой своей просьбой к вам, дорогой Иосиф Виссарионович, об оказании вашей помощи, содействии скорейшем объективном рассмотрении моего вопроса, чтобы с меня было снято незаслуженное позорящее клеймо опекателей националистов. Говорят, и писала Мисс Канышевна, есть такая статья. Это письмо было написано на 55 страницах, где он изложил весь свой путь, развитие академии, геологии и вот это небольшое сопровождение. Товарищ Сталин познакомился и написал: Сатпаеву верить, от партии не отлучать. И таким образом Каныш Имантаевич в 1955 году, после 3,5 лет отлучения от Академии наук, президентства, и с этим клеймом был снят с него выговор, он был восстановлен, избран снова президентом и до последнего своего дня был на посту президента Академии наук Казахстана. В каком году Сатпаев письмо написал Сталину? Его в 1951-м, 23 ноября освободили. Через 3 года реабилитировали. Через 3,5 года реабилитировали, но за это время он же ведь мог даже не вернуться в Казахстан. Он не был уверен, что его оставят директором института. И только когда Шаяхметов туда приехал, ему предлагали в Москве быть и в отделении директором СССР института. Он всегда говорил: я казах по природе, по существу, и нигде своей жизни, кроме Казахстана, не представляю. И поэтому его вернули, Ауэзова, его и Жубанова вернули в Казахстан, и он остался директором института. И за это время он сделал металлогеническую карту, как он говорил, не было бы счастья, да несчастье помогло, и в результате получили в составе 8 ученых, наших геологов, они получили Ленинскую премию. Да, так что вот так. Спасибо. Казахстан часто называют жемчужиной Советского Союза. И это вполне правильно, поскольку уже в настоящей, далеко не полной стадии изученности, Казахстан занимает первое место в мире по запасам хрома и ванадия, первое место в Советском Союзе по запасам железа, меди, свинца, цинка, вольфрама и одно из первых мест в Советском Союзе по запасам марганца, угля, нефти, фосфоритов, молибдена и разных так называемых редких и растительных металлов,
имеющего важнейшее значение в оборонной промышленности, машиностроении и новой технике. Человек без мечты, что фонарик без лампочки. Мы все как-то светим. Но он был прожектор, и свет его светит нам по сей день и будет светить всегда. Молодая наука советского Казахстана имеет обширный диапазон научных исследований. Учеными Казахстана сейчас исследуются и далекие звездные миры, и сокровенные тайны атома, история жизни наших далеких предков. Однако главное свое внимание наука Казахстана направляла и направляет на изучение многогранных и богатых производительных сил республики. Поистине титаническая работа ученых и производственных геологов Казахстана превратила республику в мощную и неисчерпаемую базу минеральных богатств. Но задачи, стоящие перед наукой в Казахстане, поистине бескрайние. Недра Казахстана заключают мирового значения запасы практически всех видов цветных, черных, благородных, редких и растительных металлов, сырья для минеральных удобрений, углей, солей, стройматериалов. Теперь Казахстан представляет не только край мощной многоотраслевой индустрии и покоренной безбрежной целины, но и край цветущей науки и культуры. Ярко расцвели литература и искусство казахского народа, которые уже вышли на общесоюзную и мировую арену. Ой, он был народный человек, Каныш Имантаевич. Вот есть такое выражение у казахов. Халахтың адамы, народный человек. Он понимал какие-то, зачем живет народ, что ему нужно, как и зачем, в чем его будущее, скажем. Что будущее Казахстана он не мог не видеть, что это полезно ископаемое, то, что мы сейчас живем. От этого будет и электричество, и города, и железные дороги. Все это нам принесут наши полезные ископаемые, пущенные в нужное дело. Но для этого, как Абай говорил, нужны знания и труд. Будущее выращивал до него Абай. Этому призванию Абай был предан как поэт и философ, как воспитатель нравов. Каныш не был философом и воспитателем, но он недаром любил Абая. Каныш тоже имел потребность сложное многообразие жизни сводить к законам. Он также ставил принципы поведения выше личных желаний. Он имел такое же стремление к ясности мысли и душевной чистоте. А он был человек последовательный. И любимым его словом, одним из самых любимых, было слово «комплексный». Комплексное изучение, комплексный подход. Даже вот свое детище, вот любимое за то, что они Ленинскую премию получили, это комплексная прогнозная металлогеническая карта Центрального Казахстана. А дома снова работа. Энтузиазм Сатпаева вдохновил ученых-геологов. Они составляют металлогеническую карту прогнозов. Первую в мире. Это была генерация, воспитанная на идеях Абая. Это свободолюбивых, демократических. Абай, в общем, показал ясный путь, куда должен двигаться весь казахский народ и каждый отдельный представитель этого народа. И вот Каныш Имантаевич один из первых пошел по этому пути. И как же он был воспитанник этой генерации, на их примере, на их знаниях, отношение его к жизни прежде вырабатывалось, потом в семье, с самого начала. Бұл жерде атақты Шорман әулеті тұрған, Сәтбай әулеті тұрған. Бұл кісілердің көптеген оқымыстылар, халқымызға, қазақ халқына көптеген еңбек сіңірген әулет адамдары болған. Осы Мұса Шорманов біздің ауылымызға мектеп салу жөнінде ойлаған, омбы губернаторына барып, мектеп ашқызу жөнінде ұсыныстар жасаған. Рядом аул Шармановых, полковник царской армии Муса Шарманов. Он был ага-султан того целого края, Павлодарского уезда. Рядом их аул был. Мама Каныша была из этого аула, родная мама. Она недолго прожила, но она из рода Шармановых. Сам был Сатпай высокообразованный для тех времен человек, уж не говоря про отца Каныша. Отец Каныша в свое время
в городе Томске одно время даже бы жил рядом где-то около месяца Шоханом Валихановым. Шохан прожил всего 30 лет, Валиханов, но чтобы по этому пути через знание быть полезным своему народу. Вот девиз, собственно, по которому шел и Валиханов, это девиз Абая, по которому пошел Каныш. И то, что абаеведение у нас развивалось, языкознание, это огромная заслуга Каныша Монтаевича. Если подойти он в комплексе, в общем-то, развития всех наук он как бы курировал, будучи президентом Академии. Ведь все было в зародыше, только-только зарождалось. Чем подвиг Каныша Монтаевича и его сподвижников? То, что мы говорим сейчас как бы о некой данности, современная наука Казахстана. Но ведь если Абая можно назвать основоположником письменной казахской литературы, современной даже, можно сказать, то Каныша Монтаевича можно назвать основоположником или основателем современной казахстанской науки. То есть на тот уровень исследователей, на который они вышли, до которого вывели казахстанскую науку, это был международного класса в то время.